Добрый вечер. 20 июня, понедельник, 844-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». У фигуранта дела Хизбут Тахрир Рифата Алимова ухудшилось состояние здоровья. Его кожа покрылась сыпью и язвами. Киевский районный суд оккупированного Симферополя в пятницу продлил до 8 сентября срок содержания под стражей Рифату Алимову и Арсену Джеппарову. Их задержали 18 апреля в селе Краснокаменка, это Большая Ялта, по подозрению в участии в запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. Это вообще известно состояние дел в СИЗО, из тюрьмы Симферопольской. Там очень много нарушений норм санитарных, и не просто там, скажем так, вот нарушений норм, а это здание очень старое, там очень плохие коммуникационные линии, все очень-то, загажено, и там и насекомые, и все, там люди, если, скажем, в этом СИЗО положено быть 500 небольшим людей, я не помню точно цифру, там в слишком раза перезагружено, в общем-то, количество людей в этом СИЗО. Поэтому спать они там по очереди на койках, камеры перегружены почти в 2 раза. Вот. Кроме того, насекомые разные, и люди, мы знаем, что искусственные, все, говорят, временами поднимаются, а у них просто все в крови. Вот. И, в общем-то, кроме всего, там в камерах еще, кроме всего, такое положение, что, скажем, неприлично будет сказано, людям приходится там же оправдать свою нужду, и там же они едят, и, в общем, все это как-то очень плохо. Об этом уже мы говорим давно, но пока в общем-то, положение в СИЗО Крыма ужасное, на самом деле. Почти месяц не могут найти Эрвина Ибрагимова. Вчера в Бахчисарае возле дома члена Координационного совета Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова состоялся молебен за его скорейшее возвращение домой. 24 мая 30-летнего члена Бахчисарайского регионального меджлиса похитили. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как несколько неизвестных в форме ДПС насильно сажают Эрвина Ибрагимова в микроавтобус. Его семья обратилась к похитителям с призывом вернуть Эрвина за вознаграждение в 1 000 000 рублей. Ибрагимова объявили во всероссийский розыск. Людей было много надуло, то все места, которые были подготовлены, были заполнены и переполнены. Стали еще на ногах. Молились, просили Всевышнего, чтобы человек вернулся, чтобы он нашелся, необъявимым. Наблюдение, конечно, было, и было довольно откровенное наблюдение. Скажем, не скрыто, не так, поставили машину патриот, там еще были машины, сидят, люди снимают, работники спецслужб снимают, и все. Вот потом даже машина подъезжала поближе, и рассматривали, и снимали почти что в упор. Вот такое тоже было. Это все происходило сами под наблюдением и под честным наблюдением. Как бы то ни было, мы поняли, что такие мероприятия проводить можно и нужно. Надежда Савченко напомнила ПАСЕ о похищениях крымских татар. Народный депутат стала первой, кому после вступительного слова президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аргамунда позволили выступить с заявлением на летней сессии ПАСЕ. Она напомнила, что страна, которая по Будапештскому меморандуму гарантировала Украине безопасность после ядерного разоружения, нанесла удар в спину. Делегацию России в ПАСЕ из-за аннексии Крыма и агрессию на Донбассе лишили права голоса. В знак протеста российские депутаты покинули ПАСЕ до конца этого года. Я дуже бажаю миру в Україні і спокою у всій Європі. Я готова для цього конструктивно працювати і сподіваюся бути корисна цій асамблеї, і Україна буде корисною Європі. Але я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що милуючи, як було тут сказано, мене і всіх українців, Путін не робив крок назустріч, а показував свою зверхність. Я була викраденою людиною, це порушення прав людини, і за це потрібно відповідати в Європейському суді. Так само були викрадені всі українці, які зараз знаходяться в Росії, і продовжується викрадення кримських татар з Криму. Зараз Україна стоїть на передовому рубежі вогню. Ми платимо за спокій Європи і за мир своєї країни своєю кров'ю і за життями своїх людей. Я прошу вас підтримати нас в цьому своєю твердою, послідовною і чіткою позицією. Тільки разом ми переможемо. Я не бажаю нікому пройти те, що пройшла я, те, що проходять зараз українці. І не бажаю нікому мати напряму такого сусіда, як Росію, тому що ви зрозумієте, як це нелегко. Крымско-татарский батальон имени Нумана Челебиджихана поднял свой флаг. На нем изображен щит с тамгой, стрелы, лук, копья и надписи
«Родина или смерть» и «Шахада» – мусульманское удостоверение веры в единого Бога и его посланника Мухаммада. По словам главы гражданской блокады Крыма Ленуры Ислямова, это историческое событие. Крымско-татарские активисты готовятся ко Дню национального флага, который состоится 26 июня. Оргкомитет объявил о начале топонимического флешмоба. Крымским татарам предлагается сделать фотографию рядом с указателем своего населенного пункта, держа в руках надпись с историческим названием этого села или города. Организаторы говорят, что запланировали еще несколько различных конкурсов к празднику. Подробнее о мероприятии ко Дню национального флага можно узнать на сайте bayraq.info. В соревновании будут участвовать 16 команд. Квест, как и в прошлом году, проведем по Симферополю. Также мы организовываем фотоконкурс. Работы привезут со всего Крыма и не только. В прошлом году нам запретили автопробег и концерт. Поэтому в этом году мы поменяли формат мероприятия. Президента Украины просят проводить декоммунизацию, учитывая интерес крымско-татарского народа. С такой инициативой выступил активист Украинского культурного центра в Крыму Вильдар Шукруджиев. Он предлагает в рамках закона о декоммунизации присваивать украинским населенным пунктам, улицам, паркам с коммунистическими названиями имена выдающихся представителей крымско-татарского народа. Соответствующую электронную петицию активист зарегистрировал на сайте интернет-представительства президента. Для рассмотрения петиция должна собрать 25 тысяч подписей в течение 3 месяцев. Нас отфутболили опять на неопределенное время. То есть закон о декоммунизации будет применен в Крыму после деоккупации. То есть с таким итоговым заключением этот документ был опубликован. Выдвинул такую идею, как написать петицию для того, чтобы закон о декоммунизации был применен уже не с учетом оккупации, был применен непосредственно на материковую часть Украины. Что я хочу, что мы хотим? Чтобы ряд площадей, городов, улиц, населенных пунктов были переименованы в рамках декоммунизации, но уже с учетом крымско-татарского фактора. То есть у нас много достаточно исторических личностей, у нас много достаточно героических личностей, которые себя хорошо героически проявили во Второй мировой войне, которые проявили уже в рамках истории современной Украины. Достаточно вспомнить Ришата Аметова. Появляется одна кандидатура, это Мустафа Гаджимилев, например. У нас достаточно большой потенциал в научной, например, профессор Апазов. То есть, переименовывать есть в кого. Не нужно ждать, когда произойдет деоккупация, для того, чтобы нам вернуть наши же исторические названия. Москвичей шокировали курорты оккупированного Крыма. Видеоблогер Алексей Владимирович опубликовал на YouTube видео с набережной Семииза после начала курортного сезона. Итак, мы сейчас с вами находимся в самом начале набережной Семииза. Вот на этом месте буквально 2 года назад еще стояло много кафешек. Сейчас сезон официально уже открылся, а кафешки, я так понял, и не будут открываться. Несмотря на то, что вчера было официальное открытие курортного сезона, люди не спешат открывать свои заведения, и некоторые заведения полностью находятся в закрытом состоянии, вот такие, как это заведение. По моему мнению, просто хозяину было невыгодно открывать из-за того, что слишком малая посещаемость курорта в 2016 году. Вот такая у нас набережная Семииза сейчас. Яма как была на этом месте, так и осталась. И складывается такое впечатление, что никто делать ее не будет. Ну уж в этом году это точно. Вы откуда приехали сюда? Мы из Москвы. Ну что скажете? Сказать, что начались работы, мне кажется, уже можно было это начинать в начале марта. Как они сейчас же только начали делать что-то. А этих 3 месяца что делали? Ну это ужас, ужас. Развал, все санатории, все развалено, все закрыто. Пройти просто было страшно. Вы не ожидали такого эффекта от того, что Крым стал российским? Ну, вы знаете, наверное, нет.
Вы думали, что здесь будет Лас-Вегас? Да, мы Да? думали, здесь будет лучше. Ну, как бы наши надежды не оправдались, нет. Мы решили, наверное, первый и последний раз. Сюда больше не приедете? А что ехать? В Крыму на концерте Майи Анафиевой был аншлаг. Солистка ансамбля «Хырым» выступила вместе со своими воспитанниками из студии «Хырым Йылдызлары». Это не первый концерт ее студии. В феврале Майя Ханум с детьми уже давали представление. Тогда тоже был аншлаг, поэтому они решили провести выступление еще раз. Мы очень благодарны всем зрителям и очень рады, что нас попросили дать второй раз концерт. Гордостно так, наши дети справляются именно с всей хореографией. Я так переживала сильно, но они молодцы, они очень маленькие просто некоторые, очень мало занимаются. Это наше будущее, и если они будут в таком же духе заниматься, это будет супер. Мой ребенок ходит к ней уже на занятия в течение 2 лет. Я увидела колоссальное развитие и продвижение в области танцев и вообще творческого развития. Ребенок ходит с удовольствием. Майя Ханум вносит огромнейший вклад в сохранение нашей культуры, традиций, передачи его младшему маленькому поколению. Мы с удовольствием ждем эти танцы, мы смотрим на сайтах, все время ходим сюда обязательно с цветами, всегда посещаем. Мой ребенок очень доволен, мы даже снимаем на камеру, несколько раз просматриваем. Очень довольны вообще концертами, интересно, все это многогранно, все, очень много впечатлений. Благотворительный фестиваль к Международному дню беженца состоялся в Киеве в художественном арсенале. Организовали мероприятие для привлечения внимания к истории людей, которые вынуждены были покинуть свои дома. Детали в сюжете. Базима Эдит – беженка из Конго. Все ее родственники остались там. На жизнь зарабатывает плетением косичек. Уже 3 года в Одессе. Я проживаю в пункті тимчасового розміщення біженців в Одесі. Тобто вони дали мені житло і вони також дають мені їжу. Вони не дають мені якоїсь безпосередньої фінансової допомоги, але вони підтримують мене житлом і їжею. Я приїхала в Україну, тому що в нас в Демократичній Республіці Конго йде війна. Звичайно, в Україні є певні проблеми. Це, перш за все, проблема расизму, з якою я зіштовхнулася. Благотворительный фестиваль собрал на территории арсенала переселенцев с Востока и Крыма. Светлана до оккупации жила в Алуште. Уже 2 года, как с мужем и с маленьким ребенком, переехала во Львов. Занимается росписью хной. Хной я занимаюсь уже больше 10 лет. Да, то есть это очень популярно, особенно в сезон. На Крымском побережье все делают рисунки. Но я сейчас увлеклась именно такими вот национальными орнаментами. И крымско-татарскими, и украинскими, и какие-то элементы из вышиванок, очень много из схожего, и старинные крымско-татарские элементы из различных видов, символы точнее, из различных видов прикладных искусств. Мы стараемся это изобразить при помощи хны на коже. В Украине сейчас живет более 3000 беженцев из других стран и 1,8 миллиона украинцев, которые в результате конфликта на Донбассе и событий в Крыму оставили свои дома и стали внутренними перемещенными лицами. Якщо ми поглянемо на Україну, то зараз тут знаходиться близько 3000 біженців, які проживають в країні. Вони походять з більш ніж 70 країн. Количество людей, вынужденно покинувших свои дома, достигло наивысших показателей за всю историю. По данным ООН, сейчас более 65 миллионов человек являются беженцами или внутренне перемещенными лицами. Это примерно каждый 113-й человек на планете. Наталья Калинка, Ислам Пинка, Заман, АТР. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.